Так, одну секунду. Сейчас все настроим. Друзья, приветствую вас. Сегодня 9 мая 2025 года, 17 часов 1 минута по Берлину, 18 часов 1 минута по городу Джохару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «Турция забирает Крым». Об этом и многом другом давайте поговорим. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные, вы знаете, что делать. Привет, MRX 911. Что значит MRX 911? 911 знакомые цифры. MRX что значит? Так, но, как обычно, перед началом своего стрима я хочу вам сообщить сводку за прошедшие сутки об потерях русских оккупантов на территории Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1300 русских боевиков, 4 танка уничтожено, 4 боевые бронированные машины уничтожено, 36 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 анти-аэркрафт система, 39 БПЛА сбито, 120 автомобильной техники и цистерн уничтожено. Итого общая цифра потерь русских боевиков с начала широкомасштабного вторжения с 22 года, 24 февраля, составила 963 270 русских боевиков. Вот такие вот потери. Если честно, друзья, мне уже становится этих боевиков жалко. Уже я начинаю понимать, что это просто мясо, которое утилизируют. Просто без... Они сами обманутые люди. Ну да ладно. Жалеть они нас особо не жалели, но мы люди, в отличие от некоторых. Поэтому все-таки странно это все наблюдать. Странно, очень. Так, что еще? Всех приветствую. Машу, ва алейкум ассалам. Эркин, Шамиль, Кот Коскин, Кискин, извиняюсь. Шамиль Халиулин, ва алейкум салам. Эркин Шалом. Слава Украине, героям слава. Мне не жалко их. Там половина преступники, убийцы и насильники. Ну, может быть, даже не половина. Я думаю, может быть, даже больше там таких. Но как их используют, как их ни во что не ставят, просто как людей жалко. Даже преступник, даже убийца должен какие-то человеческие рамки морали, нравственности, человечности должны они иметь. Ну, да ладно. Пойдемте дальше. Что такое? Сейчас, подожди-ка, я открою. Ну так, ладно. Друзья, ну давайте я вам хочу рассказать о том, как Крым будет передаваться в Русне. У меня для этого есть специальный текст для вас, который я подготовил. Итак.
Всем салам, витаю, шалом. Владимир Рабинович, шалом. Шалом алейхум. Давайте разберем гипотетический сценарий, друзья, в котором Турция может попытаться забрать Крым, если Россия значительно ослабнет. Эта идея опирается на исторические, геополитические и культурные основания, а также на некоторые слухи и спекуляции, которые циркулируют в медиа. Более того, есть основания полагать, что украинские власти, возможно, не против такого развития событий, несмотря на то, что Крым вписан в их конституцию. А Турция, в свою очередь, может предлагать Украине определенные услуги, обмен на молчаливое согласие. Начнем с истории. Крым был частью Османской империи с 15 века до 1783 года, когда он был отвоеван, под контроль перешел Российской империи по итогам Кучук-Кайнарджикского мирного договора. В 2014 году украинское издание Delo.ua упоминало, что согласно интерпретации некоторых договоров XVIII века, если Крым провозгласит независимость, он должен автоматически отойти к Турции. Это, конечно, не подтвержденная информация, но она отражает историческую память, которая жива в турецком обществе. В Турции проживает крупная крымско-татарская диаспора от 3 до 5 миллионов человек, которые активно поддерживают идею возвращения Крыма под влияние Турции. И здесь стоит отметить, что Турция, подобно России под руководством Путина, ну и не только Путина, испытывает своего рода имперские спазмы, потуги восстановить былое величие Османской империи. Эрдоган, как и Путин, часто апеллирует к историческому прошлому, чтобы оправдать свои геополитические амбиции и удержаться у власти. И Крым в этом контексте становится важным символом. Теперь о геополитике. Турция стремится стать лидером в Черноморском регионе, ну как и США в принципе. И в мусульманском мире США не стремится. Анкара не признает аннексию Крыма России в 2014 году. В марте 2024 года турецкий МИД заявлял о поддержке территориальной целостности Украины и особом внимании к крымским татарам. Но за этой риторикой может быть расчет. Российский политолог, извиняюсь, что цитирую, Константин Калачев в 2022 году в интервью лента.ру отмечал, что Турция действует прагматично, поддерживает Украину, например, поставками байрактаров, но при этом стремится ослабить Россию, чтобы усилить свое влияние. Россия, как претендент на Крым, всегда пытается выявить своих конкурентов. Так что мнение российских экспертов в данном случае здесь уместно. Ну, конечно же, требует критического взгляда. Культурный фактор тоже важен. Крымские татары, составляющие значительную часть населения полуострова, исторически связаны с Турцией. Эрдоган не раз подчеркивал свою поддержку крымских татар, и это может стать предлогом для вмешательства. В 2015 году, как сообщала подробности.уа, Турция заявляла о намерении влиять на Россию в вопросе прав крымских татар. Российский политолог, опять же извиняюсь, Юрий, так называемый Светов, в мае 2025 года высказал мнение, что Эрдоган видит Крым как сферу влияния Турции и не против его присоединения, если будет шанс. Опять же, это мнение российского эксперта, и мы должны учитывать, что Россия заинтересована в выявлении конкурентов. Именно поэтому я их цитирую вам. Здесь важно еще отметить, что во время того, когда Крым принадлежал Украине, крымские татары ущемлялись повсеместно в своих правах. Мы понимаем, что разделение на союзные и автономные республики в Советском Союзе – это был имперский нарратив. И в международном праве нет такой градации – автономные, союзные и так далее. Так вот, Украина, политика Украины, вне зависимости, кто был у власти в Украине, всегда ущемляла крымских татар.
вместе с своими близкими а, родственными, если хотите, если нет, просто по культуре, духу, русскими в Крыму. Русские и украинцы всегда ущемляли крымских татар. Им даже не давалась автономия, им не давалась земля, их земля, на которой они веками, тысячелетиями жили. Поэтому, я думаю, мотивация у крымских татар есть не только проживающих в Турции присоединить Крым к себе, но, я думаю, у крымских татар есть все желание не быть с Украиной, если им предоставится такая возможность. Ну, конечно же, они и не хотели бы быть с Россией. Об этом мы от Джамилева услышали тогда однозначно и четко позицию. Теперь о позиции Украины. Несмотря на то, что Крым прописан в Конституции Украины как ее неотъемлемая часть, украинские власти, похоже, готовы пойти на компромисс. Обратите внимание, и Россия, и Украина с первых дней, ну, Россия больше, конечно же, Украина очень мало говорит о Крыме в контексте возвращения территории. Это наводит на мысль, что украинская власть, возможно, фактически движется к тому, чтобы передать Крым Турции. Такой шаг мог бы объяснить, почему Киев так редко поднимает крымский вопрос на международной арене, фокусируясь на Донбассе. Да? Кстати говоря, возникает следующий вопрос. А почему до сих пор не разрушили мост, связующий Крым с материковой Россией? Как вы думаете? То, что могут они его снести, они нам показали. Да и мы уже догадываемся. А почему его не сносят? Тоже, да, странно очень. Очень странно. Наверное, боятся потревожить крымчан, чтобы им было не дискомфортно. Да? Я думаю, граждане, русской национальности, проживающие в Крыму, и им обязательно предоставят в этом случае референдум провести возможность. И они, конечно, не захотят быть с Россией. Они скажут, да, мы хотим быть с Турцией. Точнее, с Украиной не захотят быть, потому что они боятся, что там будут мстить там, и так далее. И на этом, кстати говоря, будут спекулировать. Говорить, если сейчас вернуть Крым Украине, то вот Украина может там проводить репрессии и так далее. Именно так было в отношении нас. То есть после Первой русско-чеченской войны мы вынуждены были соглашаться не преследовать коллаборантов, потому что, видите ли, Аслан Масхадов заключил там с Россией какой-то свой личный договор. И благодаря этому договору президента Аслана Масхадова мы не преследовали русских преступников. И если сейчас Турция с Россией разыграет Кавказ, то именно этого следует ожидать снова нам. Турция не позволит преследовать русских преступников за преступления против чеченского народа и государства. Потому что и Турция, и некоторые представители турецкой разведки могут оказаться по уши в чеченской крови. И они этого не захотят. Вот как-то так дело. Ну, давайте вернемся к Крыму и Украине. Ну, то, что Турция может предложить что Турция может предложить Украине взамен? Здесь мы подходим к интересному моменту. Анкара, судя по всему, может помочь Киеву, накручивая напряжение на Кавказе. Турция, как известно, имеет опыт работы с различными прокси, экстремистскими радикальными группами, которыми она совместно с Россией долгое время управляла в этом регионе. И не только на Кавказе, и в Сирии тоже. Вместе с русскими, на мой взгляд, турки привели своего человека в Сирию во власть. И такой же сценарий, они хотят нам вот этих бандитов, вместо бандита Кадырова, нам других бандитов посадить. Без воли чеченского народа. Там другие как-то сами должны засягать. Я так смотрю, они не против поменять одного хозяина на другого. Но нас придется спрашивать. Так, на всякий случай, если кто-то в Турции забыл. Турция, как известно,
Имеет опыт работы с различными прокси, экстремистскими радикальными группами, которыми она совместно с Россией долгое время управляла в этом регионе. Разжигание новой войны на Кавказе через провокации могло бы отвлечь Россию, ослабить ее позиции и создать для Украины более выгодные условия противостояния с Москвой. Таким образом, передача Крыма Турции может быть частью более широкой сделки, где Анкара компенсирует Киеву утрату полуострова, дестабилизируя российские интересы на Кавказе. Есть и неподтвержденные данные, которые добавляют интригу. В 2020 году российские СМИ распространили информацию, опровергнутую позже Крым.ком, что Эрдоган якобы заявил, что Крым принадлежит Турции на основании договора XVIII века. Хотя это оказалось выдумкой, вероятно. Реакция российских властей, включая комментарии Путина, показывает, насколько чувствителен этот вопрос. Да, обычно они не комментируют малозначительные для них вещи. В 2025 году турецкий телеканал ТРТ-1 показал карту, где к 2050 году Турция якобы расширяет свои территории, включая Крым и южные регионы России. Я полагаю, это произойдет пораньше. Это вызвало резонанс, хотя Анкара официально это не подтвердила. На платформе X в 2024 году пользователи обсуждали, что Эрдоган, требуя возвращения Крыма Украине, может преследовать скрытые цели, ослабить Россию, а затем взять полуостров под контроль под предлогом защиты крымских татар. Экономические и военные аспекты тоже нельзя игнорировать. Турция активно наращивает присутствие в Черноморском регионе, модернизирует флот, укрепляет позиции в НАТО. Если Россия ослабнет, например, из-за затяжного конфликта в Украине или внутренних кризисов, Турция может воспользоваться ситуацией. В апреле 2025 года РИА Новости сообщила, что Эрдоган обсуждал с Трампом урегулирование конфликта в Украине, что может быть частью стратегии по усилению влияния в регионе. Контроль над Крымом дал бы Турции стратегическое преимущество в Черном море. Итак, исторические претензии, поддержка крымских татар, имперские амбиции Турции, молчание Украины по крымскому вопросу, возможные провокации на Кавказе и даже слухи, такие как карта ТРТ-1, создают основу для гипотетического сценария, где Турция может забрать Крым, если Россия потеряет над ним контроль. Это пока лишь теория, но она выглядит правдоподобно в текущих условиях. Нападение на Украину запустило в РФ необратимые процессы. Ведь сделать всех русскими не удалось, так как не было в этом необходимости. Если все так, то Крым первый готов выйти из состава ФСБшной империи и возродить свою независимость. На помощь ему идет Турция. Детально об этом я вам сейчас рассказал в своем стриме. Этот контент создан с юмористической целью. Все упомянутые события и персонажи могут быть изменены или представлены в шутливом формате. Этот видеоматериал не должен восприниматься как изложение исторических событий. Всего хорошего вам, друзья. Давайте об этом и многом другом поговорим, Леон. Валейк салам, Питер Вольф. Привет, Акрам. Самое странное, что многие предпочли угореть до смерти, упиться водки по пути к месту назначения, чем взбунтоваться еще и в военкомате. Видимо, никого не заставляли. Все говорят, нам сказали. Да, верно.
Всем адекватным салам из Боснии. А что ты имеешь в виду? Ты меня считаешь адекватным? Объясни-ка, пожалуйста. Ховард, ты считаешь меня адекватным или ты мне не передаешь салам, Лё? Мне это важно знать в данный момент. По-твоему, Турция и Россия сотрудничают? Конечно, я на своих стримах неоднократно, многократно предоставлял факты и доказательства того, что Турция вместе с Россией радикализировала наш Кавказ для последующего присоединения его к международной террористической исламистской сети, для последующего легитимного уничтожения кавказцев. Под видом друга. Под видом друга. Вот как все над нами делалось, друзья. Турция нас использовала всеми возможными способами для того, чтобы представить нас для мира радикалами-исламистами, и законное право чеченского народа на свою свободу и независимость, где Турция и турецкий народ нам помогали, вылилось затем использование после гибели первых лиц, которых Россия систематически убивала. И остались одна турецкая разведка или же люди, которые были просто уже зависимы от помощи, которую оказывала Турция. Затем Турция под видом через своего агента Мовлади Удугова подготовила нам Имарат Кавказ. Этот человек является и турецким, и российским деятелем. Потому что ничего для чеченцев он не делает. И его Кавказ-центр, его первые дни его работы, с первых дней, они нас представляют радикалами, исламистами. И вместо того, чтобы бороться за свободу своей страны, Чеченской Республики Ичкерия, за волю народа, которую высказал в 90-м году еще чеченский народ, мы должны были сражаться со всем миром. Понимаете? На кого нам укажет Турция? Ну, или же какие-нибудь их проповедники, которых нам засылали. Это я вижу так. Тебя считаю адекватным, ну, ангажированным и подлым, говорит мне Ховард. Твоя туркофобия зашорила тебе глаза и разум. Ну, хорошо тогда. Ну, и смотри, туркофобия – это боязнь. Я не боюсь ни русских, ни турков, никого я не боюсь. Понимаешь? Это так, чтобы ты меня не называл туркофобией. Во-первых. Во-вторых, я с большим уважением отношусь к турецкому и азербайджанским народам. За то, что они проводили митинги и с чистым сердцем выходили нас поддерживать. Я критикую ваши спецслужбы турецкие, которые являются пособниками, на мой взгляд, геноцида чеченского народа, для того, чтобы завладеть нашей Ичкерией. А я вам показываю дулю. Не тебе лично, а вашим всем спецслужбам и всем, кто планирует захватить нашу Ичкерию. Понимаете? Мы 350 лет, более 300 лет сражались против России не для того, чтобы вместе с русскими Турция нас присоединила, использовав нас, уничтожив наше сопротивление, наш интеллектуальный цвет нации, и после этого присоединить нас к Турции. Огромная турецкая диаспора в этом мире, больше даже чем русских. Вот так мимо нас обходите, у нас маленькая земля, мимо нас вот так обходите и весь свой турецкий мир заполняйте. Я абсолютно не против. А нами манипулировать не надо. И все, что вы делаете сегодня, вы делаете нам во вред. Вы не учите, не ты, я имею в виду, ваши турецкие спецслужбы. Понимаешь? Никакой никакой турецкофобии, да, ты говоришь, никакой близко даже нет. Никакой вообще, никакой нации, никаким этническим группам не испытывают. Но правду вынужден сказать, потому что я вижу, как Турция вместе с Россией нас использовала и продолжает использовать под видом друга. Самое вероломство, то, что под видом друга мы, чеченцы, долгое время доверяли, и я доверял. И даже не задумывался. Я считал, что Турция, все это наши туда-сюда. А нет, оказывается, далеко не так. И моя задача донести, ангажирован ли я, ты говоришь? Абсолютно нет.
Я только лишь, если и ангажирован только чеченским народом и чеченскими интересами. Я думаю, я имею на это право, как вы имеете. У вас так много земли, как у русских. Надеюсь, вы нас оставите в покое, и нам не придется проливать кровь и с вами сражаться. Если мы 300 лет сражались против самой сильной и грязной империи на земле, то я думаю, с вами мы тоже сможем сражаться. Абсолютно без проблем, если на то пойдет. Не хотим, очень не хотим. Но наши дети и внуки готовы будут сражаться с любым. И с Турцией в том числе. Так, на всякий случай. И мы не позволим вам, вашим спецслужбам нас обманывать. Обманывайте украинцев, обманывайте русских, обманывайте курдов, кого хотите. Нас мы не позволим. Как-то так, Дон. Пойдемте дальше. Может, Россия сказала Ирану, что передаст влияние на Среднюю Азию в Афганистане. В свою же очередь Россия предложила то же самое Турции, чтобы столкнуть Турцию с Ираном. И все с этим отвлекают. Не знаю, не думал над этим. Турция помогла Боснии и ее праведной войне. И благодарен ей. Это очень хорошо, что она вам помогла. Нам она тоже помогла. В начале. Но в итоге получилось так, что мы оказались подвергнуты тотальному геноциду. И наше сопротивление, наши пассионарии превратились в исламских радикалов, которых Турция очень поддерживает. Ну, как боснийцы, тюркоязычные, да, они близки. И очень хорошо, что они вам помогли. Я с большим уважением отношусь к боснийскому народу. Большим отношением, еще раз говорю, к турецкому народу. Не потому, что турецкие спецслужбы нас использовали, а потому, что просто один турок, женщина, мужчина с искренним, честным сердцем вышли на митинги и нас поддерживали в самом начале. Но ни признания, ничего этого нам не было. Да, вам, боснийцам, помогли. И не только потому, что там тюрки. Тюрки очень сильно, вообще турецкая империя, очень сильно боялась русскую империю. Всю свою историю. Как кипятка просто боялась. Понимаешь? И тюркоязычные люди проживали на территории Советского Союза, их истребляли, их уничтожали, и имперская Турция им не помогала, потому что боялась. Но вам помогли, боснийцам и косоварам, не потому, что вас там очень любит Турция, а потому, что нужно было уничтожить Югославию, маленькую Россию, маленький СССР. Понимаешь? Поэтому внутри Европы маленький СССР был абсолютно не нужен. Поэтому вам помогли. Вы это тоже должны понимать. Не потому, что вас кто-то любит или уважает. Но даже в этом случае вы являетесь тюркоязычными, если я не ошибаюсь. Ну, вы славяне. Вы славяне, да. Ну, хорошо, поздравляю, славяне, молодец, да. Ну, радуйся тогда за Турцию, хорошо? Нам это не нужно. Нам Турция, как и Россия, свое лицо показала. Поэтому мне это не нужно, Дион. Почему Турция не помогает курдам? Не говори. Почему такая лютая ненависть у Турции к курдам? Ну что, огромное количество, десятки миллионов людей, курдов. Им не дают в этом мире построить свое государство. Маленький клочок земли. Они и коммунисты, и солнцепоклонники, и мусульмане. И куда они только не пытаются как-то сделать, ничего у них не уходит. А как ты думаешь, что, по-твоему, имам Шамиль? Он герой или нет? Ну, что значит герой? Что ты имеешь в виду? Что значит герой? То, что он был имамом, ну, мы это все знаем. Да? Свои дагестанцы, он там потерпел поражение. Он
сейчас в Турции изучается в школах и является героем национальным в Турции. Какое отношение к чеченцам он имеет, я так и не понял. Потому что какое отношение он должен был по факту иметь к Турции. Но Турцию его в школах изучают, и он является у них героем. Возникает вопрос, в 1590 в каком-то году, как нам рассказывают российские граждане Кутаев и Закаев, которые льют воду на турецкую мельницу, чтобы себе какое-то тепленькое место занять, когда Турция туда придет. Что там какой-то кумыкский там князек поднялся, там напал, там что-то сделал, с Россией там поборолся, с Русской империей. И вот оттуда как будто мы все чеченцы начали бороться. А там они потерпели поражение. Имам Шамиль потом потерпел поражение. И потом уже пришел к нам разбитый полностью. У него ничего не было, кроме сына, который сидел у него на спине, которого он вывозил. Ноль просто, он ничего не принес с Дагестана, с Аваристана. Затем мы посчитали, что человек грамотный, языки знает, связан там, влиятельный, ему помогут там. И когда захотим, мы его попросим уйти. Так на Кавказе у нас делалось. Вот такие вот демократичные люди у нас там жили. Не было национализма, фашизма. Это все потом отсюда извне к нам пришло. Мы это даже не знаем, мы до сих пор не знаем. Ни чеченцы, ни ингуши, что такое фашизм, национализм. У нас этого нет напрочь. Понимаете, хотя нам это навязывают. Только за то, что мы хотим сохраниться, выжить просто хотим, как нация, как народы. Они пришли, пришел имам Шамиль, мы его подняли, мы его сделали имамом, назначили ему там жалования, дали ему помощников. И сказали, давай, веди нас, ты же готов. И первый указ, который издал имам Шамиль, был в том, что любой аварец, который окажется на территории Чеченской Республики, должен быть немедленно оштрафован на крупную сумму и депортирован с чеченской земли. Про своих аварцев он так сказал. Затем мы 25 лет дрались против России. Не снимая его с поста, ничего. Все были чеченцы вокруг него. Но потом потихонечку чеченцев он отсеивал и вокруг себя собирал аварцев. Понимаете? Аварцев, может, каких-нибудь турецких агентов. Я полагаю, это был агент турецкой разведки. Я так полагаю. Потому что этот человек добровольно сдался России, когда чеченцев оставалось 120 тысяч от 2 миллионов после большой русско-кавказской войны. От нас, от 2 миллионов чеченцев оставалось 120 тысяч. Да, имам Шамиль последние 20 лет, 25 лет был. Но она сама длилась больше 100 лет, эта война. Нас осталось от 2 миллионов 120 тысяч. И такой прекрасный герой имам Шамиль сдается в плен. В почетный плен. Его сын служит России. И он завещает не оказывать сопротивления России. Так это что это такое? Как это как? Не подстава такая. Ты уже знамя, когда ты стал лидером. Ты должен умереть. А если ты не готов умереть в случае поражения у этого сопротивления, ты не должен отдавать приказы идти людям на смерть. И не занимать этот пост, если ты не готов умереть. Так у нас, у чеченцев принято. Не знаю, там у кого как принято, может, у турецких спецслужб по-другому все. У нас не так. Потом в итоге, получается, имам Шамиль уезжает в Калугу, ему назначают, дают дом, дают прислугу, дают жалование и спокойно разрешают выезжать за территорию Российской империи. А вдруг бы он сбежал и новое восстание поднял? Или не поднял бы? Значит, какие-то гарантии были, разрешали выезжать. И что он не сбежит и не поднимет новое восстание. А он же завещал. Поэтому я считаю, что имам Шамиль абсолютно не герой. Имам Шамиль предатель интересов, которые он отстаивал. И по его приказу гибло огромное количество людей. Поэтому абсолютно не герой. Да, может быть, аварский герой, турецкий герой, еще кого-то герой, но не чеченский герой. Чеченцам нет, таких героев нам не надо. У нас есть свои герои. У нас есть кто не сдается в плен, в почетный. У нас есть те, кто один за одним президенты уходят в землю,
но не покоряются. У нас есть генералитет, который Ичкерии, вообще истории чеченского народа будут слагаться легендами на 100, на 200, на 500 лет. Когда командиры, генералы идут вперед по минному полю и подрываются. Взрывается один, идет следующий, Шамиль Басаев взрывается, идет племянник Джохара Дудаева, бывший мэр города Грозного, или Джохара, города Джохара, Леча Дудаев. Потом идет следующий генерал. Где в истории такое видно, чтобы генералы сами вперед шли и гибли на минах, оберегая своих солдат? Где вы в истории это видели? Где, в какой войне, какие генералы и шли вперед и гибли? Да, может, какой-то один генерал, два генерала где-то появлялись. А у нас весь генералитет, весь цвет военный пошел вперед. Это у нас таких историй просто пруд пруди. Мы такие, нам такие, кто сдаются в плен через 25 лет, чьи приказы мы выполняем, который нам навязывал уничтожение наших адатов, наших законов, и навязывал нам вот эту непонятную свою там идеологию, перемешанную, как сейчас, ваххабизм, перемешанную там с религией. Нам это все навязывал имам Шамиль. У нас были тептеры, это книги, и они хранились на наш лам, Муцар, юрте, откуда я родом. Вот у нас там хранилось это все. Огромные книги были, куда записывались все исторические события, исторические имена и так далее, и так далее. Так вот, и была печать, мухар, наша чеченская, древняя, которую мы тоже хранили, там же на нашей горе, в Муцаре, моем родовом месте, откуда происходим мы все, мазархоевцы. И был котел такой, большой котел, где два, парень и девушка, могли бы станцевать лезгинку. То есть огромный такой казан был. И на внутренней части были написаны тейпы чеченцев. Тейпы чеченцев. Это происхождение чеченца. А на внешней стороне были написаны тейпы пришлых, кто пришел к нам, кого мы приняли. Некоторые с Армении пришли, некоторые с Ирана пришли, некоторые с других мест пришли. Об этом очень хорошо рассказывал недавно умерший Хасан Бакаев, историк наш. Так вот, имам Шамиль приказал чеченцам пойти на этой нашей горе. У нас был совет старейшин. Сенат собирался, это сегодня это так будет называться. И каждый год вот там варилось мясо в этом казане, и там велись свои там работы разные. И он туда послал имам Шамиль, потому что это противоречит религии. Послал туда, это было просто уничтожение нашей идентичности. Попытка, то же самое, что сейчас делает Турция с нами. Тогда же, очень похоже, да, что он мог быть агентом турецкой разведки. Тогда он послал чеченцев, там тоже чеченцы, как мы понимаем, они сразились. Наши, которые на нашей горе находились, чеченцы, погибли, потому что приехал отряд воинов, а эти защитники, было их либо меньше, либо какой-то причине не хотели перечить там исламу, религии, там имаму Шамилю, там под видом ислама все это делалось. И книги потерялись, наверное, их либо уничтожили, либо где-то у турецких спецслужб лежат в архивах. Печать утеряна с тех пор. И котел был разрушен. Вот этот казан был разломан, разброшен с горы там, и тогда от него ничего не осталось, как говорят. Поэтому вот что делалось над нами. Это нужно знать. Но речь не только о Турции. Речь о том, что Украина, которая не поборола пятую колонну в лице КГБ УССР внутри Украины, вынуждена была из-за того, что вот эта пиявка на теле Украины в лице КГБ УССР, не убирать ее, но они сейчас воины, они сейчас герои, сражаются против России и так далее,
В итоге, это они и заманивали эту Россию внутрь, говоря, все нормально, мы скоро станем единым государством и так далее. В итоге получилось, что редкоземельные ресурсы Украина передает США, хотя Байден об этом не говорил. Но так как Украина не смогла справиться с КГБ УССР внутри страны, американцы решили взять себе гарантию, что если вот эта плесень, которая сейчас заползла под корягу, сейчас они все герои, у них у всех будут медали Герои Украины, вы все это увидите, мы все это чеченцы уже видели. Ничего Украина не добилась, кроме погибших своих людей, больше никакого результата я не вижу. КГБ УССР осталась у власти в Украине. И ее никто не собирается убирать. И теперь, после того, как редкоземельные ресурсы переданы США, я думаю, США будет более благосклонна даже к этому КГБ УССР. И Крым уже Турции. Потихонечку КГБ, чтобы остаться во власти в Украине, раздает Украину. И посылает украинских парней и девушек на смерть. Вот что получилось в итоге. Вот что получилось. На мой взгляд. Давайте дальше, друзья. Почитаю, смотрю, тут очень все активизировались. Всем тема нравится. Всем интересно, я так полагаю. С Днем Победы, говорит Виктор Арсений. Арсений, День Победы вчера был. Ты чё? Ты вообще, что ли? Ты имеешь в виду День Победы, когда вы с Гитлером и со Сталиным вместе, когда начали войну? Вот этот день вы отмечаете? Ваш гитлеровско-сталинский день? У нас у всех нормально у людей 8 мая, День Победы. Ты чё? С дуба рухнул. Берлин, витаю тебя. Так, давайте дальше. Посмотрим, что у нас происходит здесь, да? Этот босниец мне пишет, что за меня стыдно. Ты не за меня стыдись. Ты не за меня стыдись. Ты за себя стыдись, бедолага. Шамиль Басаев, он маджахед, сражался против неверия, он не сражался за правление по конституции Чечни, говорит. Блин, откуда вы все беретесь, я не понимаю. Откуда вы вообще нарисовались все? Какой конституции? Он был при Дудаеве, при Масхадове, действующим генералом, потом генералиссимусом чеченской армии. Он дружил с украинцами, с евреями, со всеми он дружил. Он никакую, я не знаю, халифат он не строил там. Вы что говорите вообще? Вы зачем так нагло перевираете все? Да, мы все мусульмане. У нас есть свое демократическое правовое государство, как у всех нормальных цивилизованных людей на этой земле. Понимаете, как у Турции она есть. Эта страна, это государство, оно есть. Понимаете, что вы несете? Демократия побеждает? Конечно, побеждает демократия. А кто еще победит? Демократия – это народовластие. Народы побеждают. Понимаете? Тирания, империи, они все уходят в прошлое. По крайней мере, для нас. Ну да ладно.
Доброго дня, уважаемый. Доброго, Кост, доброго. Приветствую вас. Когда имам Шамиль поехал в Османскую империю, Шамиль даже не посетил чеченцев-мухаджиров и даже не попросил халифа помочь чеченцам Османской империи. Мне кажется, имам Шамиль люто ненавидел чеченцев. Люто. Ну, такое вот у меня ощущение складывается по его поведению. Да? И делать его у себя героем, мне кажется, это плевать на этих людей, которые отдали свои жизни под его командованием, веря, что у них какой-то там военачальник. Больше чеченцы так не дадут себя обмануть. Хорошо, извлекли урок, поверили, и получилось то, что получилось. Кто такой Ахмед Закаев для Ичкерии, говорит Александр Бондаренко. Ахмед Закаев является предателем Чеченской республики Ичкерия и выбора чеченского народа. Ахмед Закаев является россиянином. Я получал российский паспорт насильно, потому что мой паспорт порвали русские спецслужбы, русские менты. А Ахмед Закаев добровольно хочет стать россиянином и является таковым, понимаете? Добровольно. И вы, украинцы, пригласив его туда, вы просто плюнули на все, что чеченцы говорили и делали. Хотя мы говорим, ни один украинский пропагандист не задает вопроса Ахмеду Закаеву. Почему какие-то люди говорят, что ты предатель чеченского народа? Почему говорят, что ты работаешь на Россию? Почему я лично призываю его прийти на детектор лжи в прямом эфире, доказать, получает ли он от русских деньги, является ли он агентом российских спецслужб? Хотя я знаю, что он является. Понимаете? И сейчас он отрабатывает, что ему скажет, русские скажут, турки скажут, все что угодно. Главное, что получать деньги и находиться на плаву. Вот чего сейчас добивается Ахмед Закаев. Понимаете? Прямо, публично, неоднократно мы это говорили, говорим и будем говорить. Но Украина делает все возможное, чтобы плюнуть на чеченцев. Показать, что чеченцы, им абсолютно наплевать на них. У нас был единственный чеченец, который говорил от имени чеченского народа, это Иса Мунаев, который туда поехал. С ним вместе туда приехал Муслим Чеберлоевский. Но Муслим Чеберлоевский начал поддерживать, что он вне политики, что у них на религиозной волне, и все, демократию они не поддерживают. Демократию, Ичкерию они не поддерживают. И они отстранились, разошлись с Исой Мунаевым. Понимаете? Ису Мунаева убили. Больше у нас чеченцев нет представителей там. Я полагаю, что батальон шейха Мансура полностью сейчас координируется с турецкими спецслужбами. Понимаете? Я так это вижу. Потому что ничего полезного для чеченского народа добровольцы в Украине воюющие до сих пор мы не видим. Для чеченского какую-то роль они играют. Может кто-то воюет, может кто-то роль играет, не воюет вообще. Но для чеченского народа никакой пользы я не вижу ни от батальона шейха Мансура, ни от одного, кто там воюет. Понимаете? Для турецких спецслужб, да, это уже привлекательнее. Я могу вам сказать, что там где-то есть представители турецких спецслужб. Есть Закаев, вокруг него представители турецких спецслужб. Я вижу представителей, связанных с Турцией, скажем, более точнее. Но я не вижу, что они что-то делают для чеченского народа. Понимаете? Я здесь сижу и все это мониторю. И я не вижу, что они делают что-то для чеченского народа. Они делают для Турции что-то. ОБОН такой есть вокруг Ахмеда Закаева, которых награждает какими-то медальками, чем-то там, званиями, еще чем-то. Вот эти люди ничего не делают для чеченского народа. Хотя они чеченцы, может быть, некоторые из них настоящие чеченцы, некоторые среди нас живущие там люди, может быть, есть. Но ничего полезного для чеченского народа, для освобождения чеченского народа от того гнета, в котором находится, они не делают. Но более того, пускай у них какие-то цели, построить там халифат, там, это не халифат никакой, это гетто, исламистское гетто, которое Турция и Россия хотят вместе построить для того, чтобы чеченцы не потребовали справедливости от военных и политических сил
России, совершивших геноцид чеченского народа. Понимаете, чтобы их не привлечь к уголовной ответственности, русские заинтересованы плавно передать контроль над Кавказом Турции. Ну и Крымом, конечно же. И это все мы видим теперь. Вот такое вот у меня умозаключение, которое постоянно сидит, это все мониторит. Причем это не так легко я эти выводы делаю. Я долго сомневаюсь, долго пытаюсь разобраться. Но теперь я вижу, что Украина абсолютно ведет себя античеченски. Кирилл Буданов себя ведет античеченски. Подоляк там ведет античеченски себя. Кавказ Фридом, который создал чисто турецкий канал, турецкие, украинские, я не знаю, русские деньги какие там фигурируют. Но там абсолютно античеченская деятельность. И всех россиян объединяют с другими россиянами в виде Закаева и Кутаева. Там дагестанцы, ингуши, другие там народы России. Объединяются с независимым, вроде бы суверенным, вроде бы ичкерийским государством. Что там делают Закаев с Кутаевым? Они то с этим, кто там, бывший депутат, который в Украине очень долго был, там, да, этого Максакова мужа, когда убили, он его на свидание приглашал как раз, как его, Пантелеев, что ли? Поэтому, конечно, мы прекрасно знаем, кто такой Закаев, знаем. Мы говорим просто, не украинцам до этого дела нет. Мы им говорим, а им все нравится. Ну хорошо, нравится вам. Ну тогда извините, мы будем говорить правду. Мы долго терпели, долго смотрели на вас. И полное игнорирование наших интересов. Хорошо. Если вы игнорируете наши интересы, мы не собираемся, я не собираюсь. Я независимый человек, никакого отношения к президиуму не имею. Я просто предоставляю возможность вам, зрителям, задавать вопросы единственной легитимной власти, которую я нашел. Единственную, заботящуюся о чеченцах, принципиально стоящих на позиции чеченского народа, единственную представителя вот в лице нашего президиума. Я подозреваю, у меня нет никакой информации на этот счет, но я подозреваю, что там есть склонные доверять Турции люди. Украине все там доверяют, а Турции, я думаю, есть там подавляющее, может быть, даже большинство. А я обязательно всех свободен. Я свободный человек. Я говорю то, что я вижу, и пытаюсь чеченцев объяснить, где нам завтра по башке стукнут кувалдой, да, которую, кстати говоря, украинские подоляки и бутусовы сделали таким орудием запугивания ЧВК. Это Подоляк, Буданов и Бутусов. Вот кто подняли Нужина на высоту, а потом отдали путинским убийцам, чтобы его казнили. Эти вещи, надеюсь, кто-то будет в Украине разбирать. Хотелось бы, конечно. Пойдемте дальше. Фанки Соул говорит такую вещь. Как раз таки именно имам Шамиль заставил чеченцев воевать против фашистской Российской империи. Представьте себе. Насколько же вы аморальный, чувак, Деон. Ты такой аморальный, беспринципный. И еще у него стоит Джохар Дудаев у него, по-моему, стоит на аватарке. Представьте себе. Это, наверное, какой-нибудь турецкий агент, где он к нам заглянул. Где он. Ну-ка посмотрим. Да, точно, похожий на Джохара Дудаева стоит. Вот эти провокаторы под видом Джохара Дудаева. Это вот 100% это понятно, что имам Шамиль турецкий. Потому что про турецкие с фотографией имам Джохара Дудаева вот поддерживают. Оказывается, смотрите, если бы не имам Шамиль, чеченцы давно бы стали русскими, говорит. А вот ничего, что того, кто он призывал не сопротивляться, аварцы уже фактически стали русскими. Ничего, что они себя в грудь бьют, и у них самые большие потери были и в Украине, когда они воевали, и против нас они воевали. Ничего, что потомки имама Шамиля были самыми лютыми садистами в русско-чеченской войне над чеченским народом. Ничего.
Представьте себе, оказывается, имам Шамиль нас заставлял. Да, заставлял, посылал на бой, чтобы вот на 120 тысяч осталось, а потом он сдался в плен. Представьте себе, какой герой. И вот эти люди хотят нам сказать, когда мы исторический факт имеем налицо, что человек сдался в плен после 25 лет. Тогда эти люди такие же, как он. Они тоже сдадутся, они тоже предадут. Причем 25 лет они будут людей на смерть посылать. Это самое страшное. Вот он сразу, когда там в Дагестане проиграл, а в Аристане где-то у себя, сдался бы в плен тогда русским. Че к нам пришел? Жил бы себе припеваючи. А для нас это катастрофа была. А потом турки с русскими, хорошо, что ты напомнил этот момент, турки с русскими, например, договорились из 120 тысяч чеченцев, 15 тысяч турки сказали примут. Представьте себе. Нам сказали, лучшие земли дадим, султан, там, кто там у них там, Мехмед или Ахмед, там, или еще какой-то, он вам гарантирует лучшие земли. И чеченцы, чтобы не жить под русскими, говорят, ну ладно, там нам земли дадут, там нам будет легче, там туда-сюда. И 15 тысяч чеченских семей едут в Турцию. Идут на своих телегах, там, караванами. Встречают их на границе турки. Они говорят, вы куда? Мы идем, вот нам султан сказал, вот там нам землю дают. Они говорят ему, нет, вам султан сказал в другую сторону, вы должны идти в другую сторону. А что там? А там, оказывается, на турецкую империю набеги кто-то совершает. И как раз удобно чеченцев поселить вот на этой границе против там курдов, может против каких-нибудь других там завоевателей, которые беспокоили их турецкую империю. Эти говорят, не-не-не, ребят, у нас договор с султаном, самим султаном, они же не могут, они же чеченцы, они не могут поверить, что султан может обманывать, понимаете? Вот такой вот у нас менталитет. И поэтому, чтобы этот менталитет немножко был адаптирован к реальной жизни, так как наш канал реалити, я пытаюсь чеченцам объяснить. Турки говорят, не-не-не, вам туда нельзя. И посылают на каменистую, какую непригодную для проживания, для земледелия, землю. А чеченцы очень хорошие земледельцы, как всем известно. Да? Ну и там завязывается бой. Мы не пойдем туда, нет, вы пойдете туда. И завязывается бой. И с одними кинжалами чеченцы сражаются, их убивают, их расстреливают пушками, расстреливают с винтовок братья-мусульмане, турки. И оставшихся под конвоем убитых, раненых, искалеченных завозят и сажают туда. После этого чеченцы не селятся в Турции, а проходят дальше и Иорданию, и в Сирию, понимая, что Турция нам неприглядно себя показала. Это исторические факты, которые мы, чеченцы, знаем, а кто не знаем, я специально это расскажу. Понимаете? В итоге в Сирии очень мало чеченцев, основная группа попала в Иорданию. В Турции было больше чеченцев, чем в Иордании. В Иордании чеченцы сохранили язык, культуру, все обычаи, все традиции. В Турции вы редко-редко дедушку встретите, кто говорит на турецком языке, на чеченском языке. Полная ассимиляция. Полнейшая, потому что это империя. Понимаете? Империя. А империя должна ассимилировать все народы, растворить их в себе. А под видом ислама это за милую душу чеченцев обманывать. Да, мы мусульмане, мы же братья. Так вот, я предлагаю всей турецкой агентуре, в том числе там всем, кто там в Турции там является, я предлагаю вам всем начать свой халифат строительства там же, где он прекратил свое существование. Там же в Турции начинайте свой халифат. Договорились? Это будет справедливо. Мы все мусульмане, у нас между нами национальной разницы нет, как вы говорите. Поэтому вы должны начать там, во-первых, геноцид не пережили под наблюдением Турции,
как чеченцы, геноцид турки не пережили. У них более-менее свобода слова, хотя диктатура, бардак полнейший после землетрясения. Вы видели, как у них там с коррупцией, там, с техникой безопасности, строительством зданий и так далее. Как карточные домики, все. Вокруг Турции дома не разваливались, а вот в Турции они развалились. Это как вам пример, чтобы вы понимали. Просто один раз ездите в Турцию, сядьте в такси не в аэропорту, где там еще более-менее порядочно себя ведут, а в другое такси по городу сядьте, и вы увидите просто отношение людей просто. Вы никогда здесь не найдете, в Германии, христианской, кафирской, там, ненавистной вам, чтобы таксист брал деньги и потом смотрел тебе в глаза и говорил: а вы мне ничего не давали. И еще раз, чтобы ты им заплатил. Понимаете, клянясь: валла билла, ты ничего мне не давал. Или там накручивать этот же свой тариф. Это так, чтобы вы ощутили атмосферу прибытия в эту страну. И вот нам предложили быть с Турцией, да, мы не хотим быть ассимилированы, растворены под видом ислама. Поэтому предлагаю всем, кто хочет у нас на Кавказе создать гетто исламистское, создайте халифат там, откуда он закончился. Когда нас, русские, уничтожали тогда, в 18 веке, в 19 веке, мы просились под защиту братьев-мусульман к Турции. Турция нам показала дулю. Халиф турецкий, султан, показал нам: чус, до свидания, не дам вам ничего делать. Не помогу, я боюсь русских больше, чем вы. Вы что, с ума сошли, парни? Вот что нам сказала турецкая империя. Да? И в итоге получилось, что сейчас нам хотят, чтобы мы создавали какой-то гетто. Чтобы русские ушли от ответственности. Чтобы мы не стали суверенным, независимым государством. И мы не могли требовать русских привлечь к ответственности тех, кто нас убивал. Военные политические силы фашистской России. Нет, мы с этим не согласны. Я с этим не согласен. Конкретно. Я думаю, чеченцы со мной согласятся. Понимаете? Вот как-то так. Поэтому все, кто хочет строить, там же начинает. Там и оружие есть, и возможности есть. Полный вперед. И как раз там вам понравится. К нам не нужно лезть со своими этими халифатами там, и так далее. Мы сами, мы свой выбор сделали. У нас есть Чеченская республика Ичкерия. Демократическое правовое государство, где нами управляет не какой-нибудь там специмам или спецмулла, а чеченский народ сам делает свой выбор. Идет на выборы, голосует, не нравится, дал пинка, выкинул президента, посадил другого. Мы такие и меняться не собираемся. Были свободными и умрем свободными. Так, давайте дальше идем. Как ваш Шамуэль мог кого-то заставить воевать, если его сами аварцы прогнали с Афганистана? Да, отлично сказано просто. Не хватало, да, того, что ты... Твою вставку как раз не хватало, твоей вставки не хватало, да. Так что, да, абсолютно так. Имам Шамиль заставлял. Конечно, чеченцы, когда сами под его ружье встали, он заставлял нас, да. Просто бесстыжие просто, да. В книге «Долгие ночи» описана эта книга Абузара Айдамира. Абсолютно верно, Умар. Именно из этой книги я это и узнал, да. А это исторический факт, это не выдумка литературная, это исторический факт. Это не только Абузар Айдамиров это говорил, это исторический факт. Это мы должны знать. Это мы должны знать. Так, да. С тех пор у нас поговорка: если к вам прилетит на ангельских крыльях святой из Дагестана, выстрелите в него, чтобы его спустить на землю навечно и посмертно. Но я не слышал именно про Дагестан. Я слышал, что про любого это говорится. Про любого, кто нам не нравится, мы говорим:
может, и про Дагестан тоже есть такая интерпретация. Чеченцы много прошли, как и мы, албанцы. Да, Луан, совершенно верно. И вы, албанцы, тоже колоссальные испытания перенесли. Это я тоже знаю. Это правда. И в итоге с кем нам выгодно? Нам выгодно быть самим собой, со своей страной, понимаешь? Со своим народом. И только лишь наши лидеры должны думать только лишь о наших интересах. Все. Если это агент, почему Россия меня объявила иностранным агентом? Объясните мне. Я разве деньги получаю от кого-то, еще что-то? А дело в том, что я призываю к Западу. У меня висит сзади американский флаг. Хотя я абсолютно не являюсь ни американским, ни немецким, а являюсь только чеченским. Понятно? И вот возникает такая вот ситуация. С кем нам быть и как нам себя вести. Так вот, меня объявляют иноагентом. За что? За то, что я призываю другую страну обратить внимание на ту проблему, с которой связался чеченский народ, столкнулся чеченский народ, и чтобы помогли нам. Я предлагаю, что любой человек, связанный с любым государством иностранным, должен быть объявлен иноагентом в чеченском обществе. Это в Америке тоже есть. И представители турецких спецслужб должны остаться за пределами чеченского политического поля. Они не должны там участвовать. Я понимаю, что там и деньги будут участвовать, и агентура будет участвовать. Это все будет делаться. Но мы, опять же, должны бороться, чеченцы, за свои права, понимая, откуда ветер дует. Я надеюсь, наш президиум найдет язык с турецкими спецслужбами, с турецкими властями, чтобы они не сильно влезали. А мы, простые люди, граждане, свободные граждане своей страны, должны четко, прямо говорить, кто является кем. Вот и все. Турция сейчас ведет, на мой взгляд, абсолютно античеченскую деятельность. Абсолютно. И вела себя так. Она помогала нас превращать в исламистов во всем мире. Турция вычищала вместе с русскими, с Европы, высасывала как пылесос нашу пассионарную молодежь из Европы и отправляла их в Сирию. Турция открывала границы, обучала и запускала в Сирию. А затем все объявлены террористами. Просто, чтобы вы понимали, для чего это делается. Вот тех, кто сражался против... Они мусульмане. Мы все мусульмане. Но когда никакого ИГИЛа даже близко не было в начале в Турции. Но собрали там чеченцев, окружили их. Они же пассионарные, воевать готовые, погибать готовые. Ну, все, эти люди нам нужны. И некоторых забрали себе. Понимаете? А перед тем, как забрать этих чеченцев себе, это я так полагаю, их отправили на штурм против курдов. Представьте себе, пошли воевать против Асада и воюют против курдов, которые тоже против Асада. Но так получилось, что курды еще против русских, против турков. И потом чеченцев посылают на курдов, которым помогают американцы. Чеченцев уничтожают, там за один день было убито 100 или 200 чеченцев в одном штурме. Понимаете? И потом здесь, в Европе, нам курды ничего не сделали. Абсолютно. Что там чеченцы делали в Сирии и шли штурмовать курдов, для меня остается загадкой. Если пошел воевать против Асада, да, их просто использовали. У нас не было аналитического центра, у нас не было людей, кто мог бы объяснить, не идите туда. Все делали возможно, чтобы они туда ушли. И европейские власти делали, чтобы им не нужны были эти люди, потому что Турция, Россия их запугивала. Смотрите, у вас там исламисты, там, тут, там. А эти сидят по телефону, иншаллах, машаллах, кафиры, мафиры, там, все. Чушь несут пропагандистскую, которую им Турция и российские спецслужбы навязывают. Понимаете? А мы думаем, Турция это наш друг. Я думал так все это время. И если там где-то Россия, я всегда понимал, что если Турция, все, можно к ним идти. Это специально так, как
Я уже приводил пример. Два отца, да, в детстве все помнят. Когда два отца уходят, или два старших брата, и двоих младших начинают заставлять драться, бороться друг с другом. Для тебя это все фатальная битва. Ты это все, весь мир твой в этой битве. А для них это так, развлечение. Они дерутся между, борются, смешно, весело. Кто-то сильнее, кто слабее выявляется. Вот как нас использовали. Понимаете? И потом получилось, здесь в Европе проводятся антикурдские нападки. Так вот, я утверждаю, у меня есть доказательства этому, что антикурдские нападения здесь, вот эти волнения, которые здесь поднимались, люди, которые были пособниками, чтобы это поднять, всегда были связаны с Россией. Вот здесь, в Европе, в Германии, в других странах Европы это происходило. В Дании это происходило. Вот так получается, что вот где-то есть, не обязательно он работает на Россию, но вот он как-то дружит там, родственник кто-то там у них там среди ФСБ, ГРУ, там, где у них они там. И вот таким вот образом курдов нам уже готовят к враги, понимаете, к врагам. А ни один курд не бомбил нашу страну, ни один курд нас не обманывал, как турки это делали, как русские нас не бомбили. А за что нам с курдами воевать? Мы вообще ни с кем не хотим воевать. Русня просто убирается с нашей земли, и мы не хотим ни с кем. Мы мирные, добрые люди. Мы хотим жить сами в своей свободной стране, созидать, растить детей, богатеть, наслаждаться жизнью. Вот что мы хотим. Мы не хотим быть инструментом в руках Турции или России и так далее против курдов. Поэтому даже если курды есть пророссийские, абсолютно, а их я не приемлю, все пророссийские, мне они не интересны. Но как народ курды, которые миллионы, десятки миллионов, абсолютно нам ничего плохого не сделали. Понимаете? И затем нас представляют, что мы враги. Вот, смотрите, с курдами там в Европе же были нападения у чеченцев. Да не было у нас никакими курдами. Я помню здесь в Германии, когда это был. Люди, которые все это начинали, были агентами российских спецслужб. Либо и они, либо их родственники. Я это вам могу поименно, с фамилиями все называть. Сейчас пока не буду делать. Но если нужно кому-то, немцам может это нужно, может чеченцам будет нужно, обязательно, без проблем. С именами, с фамилиями, все знаю. Здесь в Германии, знаю в других местах, в других странах, здесь в Европе, как нас на курдов натравливали. Понимаете? Нам надоело, да, быть врагами евреев, потому что русские не любят их, да, быть врагами курдов, потому что турки не любят. Подождите, давайте вы сами как-нибудь. Когда в 19 веке наши беженцы пришли в Турцию, нас как раз против Турции, против курдов и посылать хотели. Мы не хотим. И тогда не хотели, и сейчас не хотим. Понимаете, вашим инструментом становится, не вашим, ни чьим-либо другим. Если нам это интересно, мы делаем. А если нам не интересно, обманывать под видом ислама, под видом еще чего-то там, нам на это не нужно. Спасибо вам. Давайте дальше вашим комментариям, друзья. Подскажите, пожалуйста, у вас за спиной чеченский флаг? Да, абсолютно верно. Вот флаг Чеченской Республики Ичкерия. Видите полоски? Белая полоска, красная полоска, белая полоска. Я не знаю, в чем это совпадение, но на гербу у нас пятизвездочные звезды, пятиконечные звезды. Такой же флаг у нас. Да, мы мусульмане, это наш зеленый цвет. Но так получилось, что и Америка, и Британия тоже нами попользовались и оставили нас со своими проблемами один на один. Ну, я так полагаю, что Турция, как страна НАТО, должна была нести ответственность, зона ответственности, этот регион, ей отдали. Ну, как Турция себя вела, я вам сейчас все рассказал. С Израилем надо дружить. Нужно дружить со всеми, особенно с сильными и богатыми. Это правда. И кто нас не убивал, конечно же. Ни евреи, ни американцы нас не убивали. Понимаете?
И мне абсолютно интересно, да, они сейчас меня выставляют врагом ислама. То есть, если я за свой народ, чтобы нас под новую империю не подогнали, я враг должен быть ислама. Вот какая логика. Это все делают российские спецслужбы. Вот что они делают. Поэтому вот эти ваши все нападки, многого мы еще пока не знаем, будем узнавать, будем оповещать свое население, своих людей. Как-то так, да. Ну вы не мусульмане, у вас свое течение, говорит. Диана, с чего вы взяли, что мы не мусульмане? С чего это вы взяли? Мы мусульмане самые, может быть, евреям, да, у вас израильский флаг, я вижу. Хотелось бы, чтобы мы не были мусульманами. Но я вам скажу, евреи, против вас мусульмане не воюют. В нашем Коране, самый упоминаемый посланник Аллаха – это Муса. Самое распространенное имя у чеченцев, одно из самых распространенных, это Муса. Самый уважаемый, хотя все они уважаемы, самый уважаемый это Муса, Моисей. В нашем Коране ничего не сказано, что мы должны быть врагами Израиля, или Израиля не существовало, иудеев там, или христиан. Нет, наоборот, христиане и иудеи считаются людьми Писания. Это для некоторых может вызывать там шок, но это правда. Аль-Китаба называется. Люди, которые являются людьми Писания. Нам можно вступать с ними в родственные союзы. То есть жениться можно. И то есть, если я женат на христианке, мои дети могут иметь своих маминых родственников, а жена остается христианкой. Она не должна уходить из своей религии. Христиане, иудеи могут оставить свою религию, если она уходит замуж за мусульман. Значит, у ребенка родственники могут быть христианами. Представьте себе. Все, что вам, евреи, рассказывают про мусульман, это то же самое, что рассказывают нам, чеченцев, про вас, евреев, и про христиан. Это то же самое. Хотя это напрочь противоречит нашей религии. Понимаете? Вас настраивают, и кому-то единому, может быть, какому-то, или там нескольким там, наверху сидящим там акторам нужно, чтобы мы друг друга ненавидели. Ну, у нас оснований для этого нет. И все они дают, вот 7 октября 2023 года, нападение на Израиль. Как называлось это нападение? Наводнение Аль-Акса это называлось. Где находится Аль-Акса и где находятся убитые вот эти 1200 людей? В разных местах друг от друга. Это все манипуляции, чтобы мусульмане поддержали. И все это делают российские спецслужбы и арабский этнонационализм, который также боролся против вот этой Османской империи, и который тоже имеет свои имперские вот эти пазы, спазмы имперские. Понимаете? Вот как это все делается. Понимаете? А мы должны друг друга ненавидеть за это. Понимаете? Я не согласен. Я хочу, чтобы мы разобрались во всем. Мне евреи ничего не сделали. Как и курды мне ничего не сделали. Как-то так, друзья. Давайте дальше. Как ты думаешь, должны ли были чеченцы бороться до последнего, даже если бы все они погибли? Я считаю, что чеченцы должны были постараться выжить. Это нация, любая нация, любой народ должен постараться выжить, если понимает, что сопротивление приводит к полному уничтожению этого народа.
он должен постараться выжить, уехать, я не знаю, что угодно сделать, но постараться выжить надо. Нация должна не исчезнуть. Но я считаю, что лидер, который от 2 миллионов до 120 тысяч на его глазах, или, может быть, меньше уже тогда было чеченцев, сокращается население, то он имеет право точно сдаваться в плен, я скажу. А то, что погибать не должны были. И сейчас не должны были погибать. Ну, знаете, здесь он правильно, вот этот мне, который тут писал, говорил, что если бы имам Шамиль не заставлял бы, чеченцы не пошли бы. Отчасти это правда. Чеченцев насильно мобилизовывали на войну. Насильно, уже под конец, кто не хотел и отказываться, заставляли от своих религиозных убеждений, своих взглядов. И навязывалась ислам, который правильно считал имам Шамиль. Вот эта интерпретация навязывалась, видимо, турецкая интерпретация. Османская, это имперская интерпретация. И если бы насильно не заставляли бы чеченцев идти на войну, может быть, чеченцы бы до 120 тысяч не опустились бы количество. Но вот имам Шамиль в этом смысле, да, насильно забирал на войну, а у чеченцев призыва, ну, в эту войну точно мы никакого призыва не видели. Только добровольно. Все ты сам делаешь от чистого сердца. Никто тебя не заставляет. Ни в первую, ни в вторую, вот последние вот эти 2 русско-чеченские войны этого не было. А имам Шамиль в этом смысле посылал, мне кажется, насильно, заставлял. А для чего это делалось так, на минутку? Освободить территорию. Понимаете? Освободил территорию. И все, и русским хорошо, и туркам хорошо, всем приятно, да, все хорошо. Нету вот этих свободолюбивых. Черкесами то же самое сделали. Черкесов уничтожали. Потом сказали, ну ладно, мы вам даем выехать в Турцию. Им подогнали корабли, лодки, шлюпки там разные такие. И потом их топили. Там их встречали, они в море уходили, и там их топили. Понимаете, вот эта вся Красная Поляна, вот это Сочи, вот эти все территории, это все наши земли, наших братьев-черкесов земли, наши кавказские земли. Туда заселяли армян, они были полководцами, завоевателями, участниками. И потом черкесам сказали, о, идите туда, мы вам разрешаем, все, уходите. А потом их затопили. И через несколько лет после вот этих событий, которые Российская империя пытается, российская пропаганда скрывать о черкесах, один французский путешественник оказался в районе вот Красной Поляны, Сочи, и он увидел вот это побережье, все усыпано костьми, и детскими в том числе. Там вода выбрасывала эти трупы, вот они там... кто пытался выжить, кого там волнами на берег. И вот они там, эти кости были. И он был шокирован этим. И потом, затем черкесов разделили на группы. В Турции живет большая диаспора черкесская, которая также протурецки настроена. Потом часть осталась в России, которые пророссийски настроены. И вот раздробили их, кого на религии, тогда религия небольшое значение такое имела, сейчас это начали пользоваться более активно этим инструментом. И черкесы сейчас не могут просто объединиться. Смелый, сильный, с мощнейшей историей, культурой народ, который, если бы объединился бы, заявил бы о своих правах, им просто не дают собраться в единый кулак. Вот их разделили, какие-то группы там, и вот по этому же сценарию ведут чеченцев. Я не согласен. Прошу прощения, да. Я не согласен. Так, давайте дальше. Ну, так они умеют... Так. Так.
убыхи исчезли в борьбе. Да, убыхи и шапсуды практически полностью истреблены. Все. Да, это так. А сколько сибирских народов русские уничтожили, да? Такие, как ты, появились, чтобы делить народ, говорит. Они мне это будут говорить, понимаете? Это все люди, которые хотят нас под кого-то бросить. Вот эти люди, их нет никого. Я вот 10 лет этим, 11 лет, как я сюда приехал, я уже открыто занимаюсь вот этой проблемой, занимаюсь. Я этих людей не вижу здесь. Под разными Борс, там, Дудаев, там они заходят, создаются много каналов, там, религиозной тематики. Так если это Турция, турецкие спецслужбы так заботятся о нас, почему они нам не создали, не помогли юристов набрать, журналистов набрать? Почему там 2-3 каких-то там пропагандиста, специмамов, пропагандистов нам они там на религиозной почве нам подготовили? А? И это, я думаю, не предел. 2, 3, 4, они будут сейчас их забивать. И будут говорить, что я делю народ. А значит, вы все едины сейчас, а я вас делю, значит, да? А то, что нас Турция уничтожает, а ты, я думаю, ты протурецкий, борз можешь убрать, там, можешь что-нибудь другое. Хотя у турков тоже борз, я думаю, можешь оставить, в принципе, тогда претензии снимаются, да. Но тогда пиши не на чеченском, а на своем пиши, каком тебе удобнее, да. Мы не хотим, чтобы вы нас обманывали. Хватит, мне надоело это все смотреть и не могу понять. Я с народом, я вас никого не признаю, говорит Борза. Да тебя вообще не существует, ты аноним, понимаешь? Ты можешь быть как КГБшником, так и митовцем, так хоть кем угодно ты можешь быть, понимаешь? Ты русским можешь быть и говорить, что ты с народом. С каким народом? С турецким или с русским народом ты? Поэтому, если ты был бы с чеченским народом, я бы тебя здесь где-то увидел бы, да? Что-то я вас здесь не вижу, да? Я вас вижу только когда я начинаю Турцию или Россию вспоминать. Да, Аслан, ты лично против дагестанцев что имеешь? Говори конкретно, говорит. Так я же сказал, что ни против какой-либо этнической группы я ничего не имею. А тот, кто прислуживает русне, то вот да, к ним у меня вопросы, да. Так, если бы чеченцев было 2 миллиона в те времена, они бы владели всем Кавказом, говорит Вася. Вася, так мы владели всем Кавказом. Ты вообще попутал, мне кажется, немножко. От Каспийского до Черного моря это все наши земли. Понимаешь? Это ворота были в Европу. И мы, чеченцы, охраняли эти ворота. Понимаешь? И все, кто уходил, да, вся вот эта кавказская раса, или как ее на России называют, европеоидная раса, она, как говорят антропологи, произошла с Кавказа. И мы являемся самыми древними, как минимум 5000 лет на этом Кавказе мы находимся. И наши земли были от Каспийского моря, от острова Чечен, откуда пошло наше имя, название, которое русские нам использовали. И то это были не русские, кстати говоря. На острове Чечен в 1700 каком-то году, в середине или ближе к концу, наверное, 18 века, Московское царство начало свое завоевание, поход на Персию, на Иран, там, на Турцию. И солдаты, которые там были, они говорили на разных языках русской армии, а руководство говорило на французском, голландском и других языках, кстати говоря. И вот там мы познакомились первый раз с русскими, столкнулись на острове Чечен. Их корабли Петра I, которые с Астрахани вышли, и там мы их встретили у себя уже на своей территории. Поэтому у нас территория была большая, дружок.
Вася, ты Вася, поэтому ты не знаешь нашу историю. Мы свою историю знаем, хотя русские пытаются, ваши Васи пытаются ее от нас скрыть. Мы знаем свою историю. К сожалению, не всю, много чего утеряно. А вы где-то работаете или вам за русофобскую пропаганду хорошо платят? Подожди, так русофобская или туркофобская? Ты мне объясни. Во-первых. Во-вторых, к большому сожалению, никто не платит. Не платит и не плачет. Да. Никто не платит. Но если будут платить, то мне придется не говорить правду. Понимаешь? И кто платит, как говорится, тот и заказывает музыку. И именно поэтому я не беру ни от кого денег и не собираюсь их брать. Понимаешь? Все делаю сам. Сам работаю, вечером вам стримы докладываю, да. Валейк салам, гражданин Ичкери. Машвой. Дагестанцев считаешь братьями? Горы, реки, море, да? Вот, ты, я думаю, конкретно мне предъявить хочешь. Да я считаю дагестанцев своими братьями. Всем, кто не хочет нас под Россию засунуть или под Турцию, всем, кто хочет жить на своей земле свободно и в добрососедстве, все они мои братья. И дагестанцы, и кабардинцы, и карачаевцы, и черкесы, и осетины, и калмыки. Все они мои братья. Понимаешь? Все наши соседи, наши братья. Если они не воевали против нас и не хотят нас засунуть под Турцию, Россию и так далее. Пожалуйста, горы, реки, море, пожалуйста, никаких проблем. И никогда я не давал повода, чтобы так, может, сейчас, когда я говорил про имам Шамиля, тебе так показалось, или когда про аварцы, и к аварцам отношусь, так же, как ко всем народам. Калмыков не трогай. Калмыки мои братья, поэтому буду трогать. Какой характер у немцев, говорит Александр Бондаренко. Нормальный у них характер, что тебе сказать? Вон тебе немец отвечает. Нормальный характер. Обычные люди, да, со своими особенностями, там, свои правила, соблюдение закона очень такое отличительное. Соблюдение правил, дисциплины. Это отличительная черта. Чему чеченцам нужно поучиться у них. Ты не думаешь, что в современном глобализированном мире не ассимиляция невозможна? Да, я считаю, что она не обязательна, и что не обязательно она должна случиться, скажем так, я тебе отвечу. Именно об этом декларирует весь мир, об этом декларируют американцы свои ценности. Они даже тех, кого они угнетали когда-то у себя, пытаются восстановить их так, количество, популяцию, так сказать, языки сохранить. То, что Google создает Google переводчик на всех языках,
то есть сохраняет, спасает эти языки, в том числе аварский, чеченский и абхазский. Это говорит о многом, это говорит о том, что это очень важно для этих государств и стран. И ассимиляция, она не обязательно полная. Да, интеграция, открытие всех границ, в том числе виртуальных, безграничное пространство виртуальное, в котором мы сейчас все общаемся, из разных стран, спокойно общаемся, это уже в порядке вещей. Раньше это было просто невозможно, просто даже представить. Поэтому нет, я не считаю, что ассимиляция была. Но даже если эта ассимиляция должна произойти на всем мире, я за то, чтобы тот, кто хочет, тот ассимилировался. А мы, чеченцы, не хотим ассимилироваться. Мы готовы интегрироваться, и мы считаем, что наша культура и наша идентичность для нас очень важна. Важнее нашей жизни даже. Понимаете? И мы хотим ее сохранить. У нас есть на это право. Если кто-то не хочет, пожалуйста, полный вперед. И знаешь, когда говорят об ассимиляции, не говорят о том, что я дам тебе что-то из своей культуры, а ты дашь мне себе что-то. И это нормально, если я возьму из твоей культуры, что мне нравится и приемлемо, и близко мне. Или со временем, если не сразу возьму, да, поколениями, да, по соседству проживая. Или открытыми границами через интернет там и так далее. Я это возьму. А ты возьмешь у меня что-то. Ну не так, что ты вот есть англо-американская цивилизация, и я должен полностью раствориться и не оставить своего ничего. Например, если это англо-американская, или русская, или турецкая. С русскими нам нет худа без добра, как говорится. Повезло то, что они абсолютно неприемлемы и нетерпимы к другим проявлениям идентичности, скажем так. И они не мусульмане. И благодаря этому нам удалось сохранить свою идентичность. Они до конца не залазили к нам в душу. Что не скажешь о турках? Они залезут так, что вот просто посмотреть на чеченцев, проживавших в Турции. Самая большая диаспора там должна была находиться из чеченцев. А она находится в Иордании. Потому что в Турции практически не осталось. Практически полностью. Понимаете? Как-то так. Да. Калмыкия моя родина, говорит. Передаю большой привет твоей родине и тебе лично. Если не ошибаюсь, в Иордании, в селе Зарка живут чеченцы. Да, там несколько населенных пунктов есть в Иордании. И мне, как известно, чеченцев тоже пытались ассимилировать в Иордании. Но так получилось в прошлом веке, в самом начале, они туда ушли, иорданские чеченцы дошли до Иордании в 1900, по-моему, 20-х годах это было. Вот как царская Россия развалилась, там еще что-то, по-моему, так, если не ошибаюсь. И король Иордании, они пытались по турецкому принципу, нас пытались ассимилировать. И американцы и англичане сказали, что у этого народа, пережившего тяжелейшие испытания, должна быть своя идентичность. И тогда в парламент Иордании
было предоставлено место для национальных меньшинств, в том числе чеченского меньшинства, которое там находилось. И благодаря этому чеченцы оказались востребованы, чеченцы служили верой и правдой Иордании, как мы это умеем делать. И это демонстрирует, насколько, если к нам по-людски отнестись, чеченцы верны Иордании, есть генералы, есть огромное количество, целая плеяда военачальников чеченских, и так далее, и так далее. Поэтому, если отнестись по-людски, мы по-людски. А если нам относиться как к рабам, тогда мы незамедлительно достанем свои клинки. Не нужно нам рабство. Рабство это не про нас дело. Алейк салам, ребята. Так, давайте дальше. Вот японцы уже современное общество, но со своими традициями. Да, а евреи, посмотрите, Израиль, у них своя религия, своя идентичность, свой язык, своя культура. Никто их не ассимилирует. И зачем ассимилировать? Зачем это нужно? Кому это? Это только в шизофренических головах имперцев это в голове ассимилировать. Потому что он, если не ассимилируется, он вырвется. Ты его насильно забрал, ты его присоединил. А ты по-человечески подойди к этому вопросу. Понимаете? По-человечески. Меня этот флаг сзади, американский, никто не заставил бы никогда в жизни повесить. Ни за какие деньги, ни за какие угрозы. Понимаете? А ты сделай так, чтобы захотел этот человек, который ни за какие деньги, ни за какие угрозы не повесит флаг, чтобы он сам его повесил. Ты сделай так. Ты добейся этого результата. Чтобы у тебя хотелось, чтобы, да, великая цивилизация, сила, мощь, уважение к людям, к свободе, к человеческому достоинству, к правам человека. Сделай так. И все захотят, сами захотят. Почему Америка великая? Потому что у нее атомная бомба. Так у этой атомной бомбы больше, чем у американцев было. Или у Северной Кореи тоже есть атомная бомба. Уважение к этой стране, к этим странам, ни малейшего. Дело не в силе. Хотя она тоже нужна. Но это не в силе. Дело в культуре людей. Понимаете? Вот почему висит этот флаг. Понимаете? Здесь, сзади, за спиной. Россия в экономику Крыма вложила 13 миллиардов 630 миллионов и так далее долларов. Из них почти 8 миллиардов из внебюджетных источников. И что? И что, о чем это говорит? В России приравняли ветеранов Второй мировой с ветеранами войны в Украине. А что здесь такого? Все нормально, все естественно, ничего удивляться нечего. Убийцы чеченского народа точно так же льготы, вы заходите в любые помещения административные в России, в Москве, вы видите там ветераны боевых действий, Чечня, Афганистан, Великой Отечественной войны, все это в перечень. Сейчас Украина добавилась, ничего странного. Кстати говоря, нужно отметить, что украинцы тоже усиленно воевали против чеченцев, а сейчас делают вид, что этого не было. Понимаете? Отпускники появилось не когда Крым захватывали русские, и Гиркин там орудовал ФСБшный, а когда украинские военные и СБУшники брали отпуска и ехали убивать чеченцев. Вот с тех пор появилось, отпускники, не понимаю, появилось. Так что это ничего нового. Ничего нового.
Так. Друзья, я до этого свой стрим закончу. Мы уже больше 100 минут в эфире. На этом я свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Надеюсь, вам понравился сегодня наш стрим сегодняшний, и вы максимально распространите ссылку в YouTube на нашу ссылку, пожалуйста. Тут нужно ответить, Слава мне пишет, не обманывай, многие ехали воевать за Ичкерию, Сашко Билова не было там, вопросительный знак. Да, конечно, был Сашко Белый, и ты не поверишь, я его сам видел. Беркут там был еще один, позывным Беркут. Его тоже видел. Мы ходили смотреть, украинцы приехали там и так далее, и так далее. Они в Черноречии это было. Я помню это время. Их было 13 человек. Одна девушка среди них была. Аяда Дига говорит, что они ротацией до 100 человек где-то туда приехало, побывало там. Поэтому это факт, который много раз я доказывал, подтверждал и так далее. И я надеюсь, Аваков, убивший Александра Музычка по его приказу, который, скорее всего, прислуживает Русне, понесет ответственность. Но пока мы что-то не видим, чтобы Авакова в Украине преследовали. Хотя мне громко ты тут заявляешь, что я что-то делаю. Поэтому к Музычке, к этим украинцам, там, УНСО, украинским националистам, украинским воинам вообще никаких претензий нет. С первых дней войны и год до начала войны против Украины я призываю украинцев и напоминаю, что на вас нападут еще за год до начала войны в Украине. Как только на Украину напали, я выехал из фашистской Русни, бросил свою прежнюю жизнь. И вот уже 11 лет сижу вот перед этим, или монитором я сижу 6 лет, уже как сюда приехал, провожу митинги, акции и так далее. Хотя, я тебе скажу, абсолютно по-свински со мной некоторые украинские здесь поступили. Просто по-свински русские со мной так не поступили бы, как со мной поступили некоторые украинцы. Ну так, для информации об этом не говорил, но нужно это сейчас сказать. Да? Поэтому речь шла не о Александре Музычко или не о тех воинах, которые сражаются за свою страну и общие наши интересы. Хотя если они общие наши интересы, то их нужно упоминать. А то просто как-то получается, что свои только интересы. Как бы все общие. Когда чеченский народ уничтожался, Украина как государство не признавала Чеченскую республику и не поддерживала Чеченскую республику. Да? Помогала русским, выдавала наших бойцов, много что было. Но это еще не все. Украинцы в огромном количестве, в том числе и летчики, и в первую русско-чеченскую, и во вторую русско-чеченскую войну принимали участие на стороне России. И они были отпускниками. Это кадровые украинские военные, которые, наверное, сейчас должны чесать репу и вспоминать, если бы мы не убивали чеченцев, может быть, сейчас не убивали бы нас. Они должны говорить. Ну так, это чтобы было понятно и известно. Да? Как-то так, да? Хорошо, друзья, спасибо. Шарани, алейкум салам, ашвоэль. Всего самого хорошего, друзья. Всего самого хорошего. Адикюэль, машоэль, все будет Ичкерия. Ам Израиль хай. Слава Украине. God bless America. Вива Грузия. Адикюэль, машоэль. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Не буду читать твой ник. И тебе хорошего вечера.